напиться. Хіба допомагає старой Рут носить воду. Ех, добре серце у моєї дочушки. Відає, кому потрібна допомога. Євгім, Любий, заканчивай працю. Будемо з тобою розпочинати шабат. А Марія вже вернулася? Ой, ні, я ще не вернулася, але напевно бачу, що стемніло. Зараз прийде, хіба допомагає старої Рут. Сядай и трошку отпочивай. Будем с тобой чекать Марину. Мама, тата, поглядите на эти незвичайные колосы. Мне их подаровал Юзеф. Я сорвал их с нашего поля. Незабавно мы будем разом собирать збожжя. Ах, який добрий Бог. Юзеф прийде на розпочаття шабату? Ні, сьогодні не прийдеш. Шимон тяжко захворів, а я хочу допоможи. Мария, раз в месяц ты покинешь уже нас. Дочушка, скажи, а ти показував Юзеф вам ваш новий дом? Так, показуй. Він такий утульний, такий пригожий, такий ж самий стіклий, як і наш дом. Вельми подобний. І одночасово віддається буде нагадувати мені батька і другої батьки. Так сумно покидати вас. Бог сказал, покинь батьку и мать, излучишься с мужем своим. Ех, добрую жонку знайшов собі Юзеф. Але хопіть гэтых розмов. Мария, уже зусім стемнело. Возьми, коли ласка, свечку, а ты, Євгім, возьми хустку, коли ласка, до молитвы. Ой, найвышэйшы пане наш, дякую, што дачакаліся гэтай хвіліны. Сёння читаем книгу пророка Исаия. Тому Пан сам дасть вам знак. Вось дева зачне и народить сына, и дасть ему имя Эммануэль. Что означает слово «Эммануэль»? Бог говорит про пророка Исаию, что даст нам Мессию Збавителя, что он Бог знания. Як це можливо? Бог, той, який створив все, весь світ, буде з нами. У Бога нема нічого немагчимого. І он знойде спосіб. Какой будешь счастливая, мать Эммануэля, такой счастливой. Боже, розкажи ще про Збавцю. З тугою в серці чекаю я. Дочушка, Мария, а лепей заспевай нам свой улюбленный псалм. Поздно уже. Завтра будем далей протягивать размовы. А теперь пойдем класться спать. Євгім, Любий, допомоги мне прибраться. Мария, погаси, коли ласка, свечку. Не вглядайся в зал неба. Хутко засынай. Откуда это невероятное зяние? Витай, полная ласки. Пан с тобой. Кто ты? Не бойся, я Божий посланник. Меня посылает до тебе Бог. И он поселится с людьми, а тебе, Мария, и он выбрал на мать для своего сына. Я разумею того, что ты хочешь мне сказать. Я
станется человеком. Так. І пытаецца ў цябе, ці будзеш ты маці яго сына? О Боже, о мой Бог. Нехай все станется так, як хочеш ти. Ось я, слуга панская, нехай станется паводле слова твайго. Дзіця, якое народзіш, атрымае імя Езус. А слово сталося телом и поселилося між нами. Анёл Божий Гавриэль так обвестил Деве Марии, народишь Сына Божого, Иисус буде ім'я Його. Я служка Бога, життя моє належить Господу Богу. Божая воля хай сповнится поводле слова Твоего. Анёл Божий Гавриэль так обвестил Деве Марии, народишь Сына Божого, Иисус буде ім'я Його, назовется Эммануэль. Мамуля, візьми Якубу і Зузанну, які аби нині виходите на дорогу. Ми ж з Давидом пойдем на пашу, пасіть овечек. Тата, не хвалюйся, а ты можешь меня взять с собой в год? Так цікаво посидеть коля вогнища, поспевать песни, послухать оповідання. Тата, только один раз. Ануля, ти ще малая, а в горах ночі вельми холодно. А я возьму кожух. А хто займеться малими детками? Ти же ведаєш, що маті пішла до хворої тьоті, коли вернеться невідомо. Девушки были сидеть дома, заниматься кастрюлями и дети. Дети, успокойтесь. Так вы меня николи с собой не возьмете. Ануля, может быть, праз несколько годов, когда ты постареешь, а братик с сестричкой подрастут. Давид, идем. Зузанна, Якуб, ходите сюда худшей. Гануля, кто ты где? Но это не Давид. Гануля, погляди, там их татошки едет на свой. Бедный сел, ему так тяжко. А чему это идут? Это люди родом з Вифлеєма, города Цара Давіда. Яны йдуть, каб записатися в книгу. Такий був загад Цезаря. І кожен должен бути йому повинен. Поглядите, які люди йдуть до нашого дому. Некая женщина есть на свет и бабушки, где мужчина. Какие милые это люди. Девчонка, это ты живешь в этом доме? Так, это наш дом, наш понадворок. Дозволь нам тут спиниться у вас на некалькі дён. Але в городе есть заезд, вы можете закрываться там. Были мы там уже, нема там месцаў, на жаль. Мы бедные люди, нема у нас шмат грошей. Да и жонка моя цяжарная, мы чекаем дзіцятка. Дозвольте нам хоть маленький покойчик. Але мой дом – это один целый покой. Я не маю навыка классного ложа. Сплю на матрасе, а побач мне Занда и Якуб. Мне жаль, але у нас немає вольного покою. Юзеф, выходи, будем шукать далее. Почекайте, почекайте. Недалек отсюда есть невеликая стоянка. Думаю, яна никем не занята. Там есть бычок и 2 овечки. Думаю, вы можете остаться там. Це
Нам хопіць гэтага. Мы не шукаем камфорту, был бы дах над головой. Ножкою тихой голос к нам летит. Гляньте, як зорка в небе зикатит. Что за ясность, за промени, белым анёлы оденьи радостно пяют. Божую вестку обвящаем вам, в этой спяшайте, Бог родился там. В ясельках ляжет на сене, у пеленках без оденья, один надрыжит. В ясельках ляжет на сене, у пеленках без оденья, один надрыжит. Гануля, отчиняй, Гануля, будь отчиняй. Тата, что здарилось? Чому ви вернулись? Гануля, дочушка, здарилося нечто неведомое. Можете напомнить. Вогнище вже догоралось. Ми починали дрімати. Тоді усе небо почало зігатеть звичайним світлом. Ми почули милогучні співи. Мы думаем, что только анёлы умеют спевать так пригожо. Что это такое? Что им от нас потребно? Запытаюсь, мы трошечки напужены. Анёл отказывает нам. Не бойтесь, ось обвящаю вам великую радость. Сегодня у городе Давида народился вам збавца и Мессия. А это будет знаком для вас, сказал далее анёл. Вы найдете немовля, ахинутое в бережке и покладенное в ясли. Мы кинулись в бытие. И мы наблизились до Вифлеема. Я уважаю Екатерину Хлебом. То им народился Мессия. Гануля, хутко опранайся, пойдем поклониться десятке. Але что я ему подарую? Я возьму свой новый хомячок. Бог ты вези. А я возьму мед, трошки масла и молока. Больше корыстного я ничего не понимаю. Дружно побегли пастушки в Бетлей, збавцу убачить, як мага худшей, як анёлы рассказали, знайшли Бога, привітали, отдали поклон. Як анёлы рассказали, знайшли Бога, привітали, отдали поклон. Ваши подарунки будут вельми корыстные нам и дитятку. Теперь нам не страшно ни холод, ни голод. Чудо чудо, Мессия народился не у королевским палаце, а у хлебе. Дякуем тебе, великий Боже, что мы дочекались этой хвилины, что мы, простые люди, можем первые привитать тебя. Любим тебя, Божий дитятко, и щиро представляем. Добрый Єзу, колись ти будеш найлепшим пастором, ти будеш пастором усього світу. О, поглядите, четыре короли. Люляй, люляй, дитя Бога, шмат на свете бачишь слова. А твоим небесным вошкам, как не сведать слезах хворых, принесем тебе, что можем, до твоих яслей положим. Как уснул ты и без плачу, был счастливый помощь с мати. Хай духмяна села пахнет, что покладет у ясли, холод хай тебе
нават месяц не обудить, хай жа радостными будут у твоей колыски люди, хай бяды мы не познаем, коли разом заспеваем. Люляйли, люлиляй, люляйли, люлиляй, люляйли, люлиляй, Бог маленький. Люляйли, люлиляй, люляйли, люлиляй, люляйли, люлиляй, Бог маленький. Месія, я чув про тебе в моїй країні, далеко отсюда. Вітай, король, дитятка, народжене у жолобі. Твоя зорка довела мене до тебе. Я приношу тобі золото, мой подарунок. Я принес тебе ладан, духмяный и приемный, как ушановать тебе, Божие дитя. А я собрал для тебя каштовную миру, бо ты пришел с неба, как за нас принять покуты. Ми віддали пашану пану, тепер тихо одійдемо. Нехай дитятка відпочиває. Але не будем сумовать, что нам треба дойти. Заберем с собой усмешку Божьего дитяти. Думаю, конечно, еще замало гэтых наших наскоков выразить ту нашу радость и удячность за это прославление. Шмат чого вже у нашій каплиці, напевно, було. Не було, напевно, ясеньків, які представляли так різні узрости, починаючи від Габріеля, того самого маленького немовля, починаючи дорослими, що вельми так було спойно, правдиво. І, напевно, всі ми перенеслися в цей час, у час, коли народився Ісус Христос і пережили ту атмосферу, яка справді там панувала. Щиро дякую усім нашим актерам, на чолі з режисером, сестрою Кларою, сестрою.
само тети Любе, яка завжди там допомагає і разом ключі к этой наших представлений. І ще раз велике браво для наших актерів.